В минувшую пятницу большинство центральных каналов показали видео из Ленска. На нем уборщики снега с крыши пятиэтажного дома попадают под небольшую лавину, и один из них срывается вниз. Правда, видео записано не до конца, его автор отключил запись и побежал помогать товарищу. Наши коллеги из Ленска встретились с героем видео и узнали подробности, оставшиеся за кадром. Вот это дом по адресу Первомайская, 15Б, который прогремел на всю страну. Именно с него в четверг, 3 марта, упал рабочий. Молодые люди убирали снег с крыши, и одного из них снежная лавина унесла за собой. Длительность видео всего 3 секунды, и обрывается оно как раз на том месте, когда один из рабочих начинает падать с крыши. Тем не менее, ролик вызвал огромный общественный интерес. Сначала по WhatsApp он облетел весь Ленск, затем его выложили в YouTube, и уже оттуда видео взяли многие центральные каналы. Главного героя ролика, 23-летнего Романа Мухоморова, мы нашли в Ленской больнице. Он не может ходить, лежит на растяжке, диагноз – перелом бедренной кости. В тот день, говорит Роман, на крыше было очень скользко. Лавина понесла за собой нас. Двое, получается, ребят наших успели за крышу зацепиться, а двое полетели, получается. Я и тоже мой друг. Он повис, получается, на козырьке, а у меня страховочный трос оборвался, и я упал вниз. Видеоролик с хода лавины Роман увидел уже на больничной койке. С автором он знаком. Это его коллега, уборщик снега из его же бригады, который в этот момент дежурил внизу и предупреждал прохожих о чистке крыши. Когда он увидел, что Роман падает вниз, тут же прервал съемку и бросился на помощь. Уборщики злосчастной крыши, в том числе и Роман, за 3 дня до трагедии работали на крыше дома по Первомайской, 17. И специально для нас сняли вот этот ролик. На нем видно, что все ребята действительно привязаны веревками, работают осторожно и качественно. Однако никакого инструктажа они не проходили. Просто сказали, вот веревки цепляйтесь, ребята, хорошо, проверяйте, ну, убирайте. Само собой, главное, чтобы не упасть. Директор управляющей компании, которой принадлежит дом, Геннадий Макаров, рассказал, что на столь опасные работы они приглашают всех желающих. Платят 15 тысяч за трехподъездный дом, но ответственности не несут. Коммунальщики заключают договор, в котором сказано, что безопасность рабочие должны обеспечивать себе сами. Ну, мы инструктаж не проводим, потому что мы как бы по гражданско-правовому договору и не обязаны его проводить, инструктаж. Вот. Вообще мы по этому договору не обязаны ничем и снабжать их даже ничем, ни материалами, ни лопатами, ничем. Они решили себе упростить работу, они встали на эту массу снега и стали прыгать, чтобы она ушла. То есть они ее захотели столкнуть. Но она, естественно, пошла вместе с ними, и все. Роман Мухоморов с мнением управляющей компании не согласен. Говорит, работали спокойно. Сейчас он собирается уезжать на лечение в Мирный, а уже потом решит, предъявлять претензии коммунальщикам или нет. Наталья Беспалова, Виталий Андреев, телерадиокомпания «Алмазный край».